Итак, сегодня небольшой эксперимент. Клапан тепловоза выпускной. Предположительно сталь 4Х9С2, либо 4Х10С2, либо И107, но в общем что-то такое. Хочу отковать и посмотреть, насколько хорошо будет резать эта железка. Сейчас проверю искру в зоне, где была отрезана головка клапана, и вот на обратной части. Если она совпадает, то будем считать, что это одна и та же сталь. Более-менее похоже. Будем считать, что он не составной. В стали всего лишь 0,4% углерода, зато около 2% кремния. В общем, будет интересный эксперимент. Делаем обычную низкотемпературную ковку. 100-120 циклов.
Сквозь окопы. Значит, уважаемые Подожди, кузнецы, а ты был на Бородинской панорамме? уважаемые кузнецы, а также любители ножевделов, не занимайтесь ерундой. Вот стоит великий кузнец Женя Литвин. То есть он за вас не зайдет. Ему принесли клапан. Причем даже не клапанный прокат с маркировкой, а просто какой-то ХЗ клапан, ХЗ откуда, и трали-вали, тра-та-та. И вот он взялся, его отковал, по какой методике совершенно непонятно, закалил, никто не знает как. И получилось то, что получилось. А, сейчас на меня свалит. Вот. Я его... Не занимайтесь ерундой, когда есть сортовой прокат. Берите ту же 9 ХС или ХВГ, если найдете. Причем тут клапан? При том, что это ХС ржавеет. При том, что это изделие, клапанное изделие, мы не знаем вообще, какая марка стали здесь. В общем, он не закалился. Не захотел. Сейчас мы проверим, как он режет. Хотя уголок сталь 3, он надрубает очень бодро, кстати. надо честно сказать, А бутылку как он строгает, мама не горюет. Кто-то докаливал. Почему кто-то подержал? Думаю, вообще это не мое. Я не при чем. А клеймо стоит? Я ему отдал перекалить. Клеймо стоит. Видишь, он не режет нифига. Не беритесь за несортовой металл. Не беритесь за несортовой металл, вот именно. Ерундой не занимайтесь. Ну, люди хотят подешевле все, особенно Ваня. Ну как может быть кофта подешевле? Ваня хочет адекватных Вот денег. если они найдут кусок железа и его отдадут кузнецом, то что сделают? Я буду А у меня есть прокат, который сортовой. Ну что, затупился уже? Я же говорил, он перекаливает. А это он после бутылки так режет. После какой? Он даже перерезал волос, но плохо. Волос плохо резал. 3 килограмма. Вот сейчас вот на меня. Ты мне скажи, сколько раз он шнурок отрезал вот это? Все, записывай, убирай его. Записывай, убирай. 3 раза контрольный шнур, 7 килограмм. Женя, 5 раз. Да, там есть еще. Да, вот тебе мисочка. Какой 5 раз? Ну это как русский булат, даже лучше. Все. 10. У нас даже нож Александров 12 отрезал. Это он специально, чтобы меня оборочить. Он не закален, я же говорю. Но у него бутылку надрезал. 10 килограмм нету. Не тратите наш канатик, он дорогой. Нет, тебе же сказали, шнурок надрезал и хватит. 15 килограмм. Да не закалите его, вам не калят. Уважаемые кузнецы, не занимайтесь ерундой. Не берите вы эту хрень непонятную. Берите сортовой прокат. Ну что за глупость вообще? А если брать нечего? А если негде взять? А если я беременный? Напишите мне, я для вас специально куплю сталь D2. А, кстати.